Правительственная связь. Их имен не знает слава, труд их тоже невидим. Но России златоглавой он всегда необходим. С 20-летием сотрудников центра поздравляют их дети, будущие связисты. В зале присутствуют и те, кто стоял у истоков создания подразделения в регионе. Сегодня ветераны завидуют своим молодым коллегам, ведь сейчас у них совсем другие условия несения службы, чем были в те непростые годы. Побыв сегодня у вас, вот в тех помещениях, которые вы сейчас занимаете, я был приятно удивлен, вот, и по-хорошему завидую. Завидую вам, что у вас есть такая возможность, что руководство республики пошли вам навстречу, выделили такие замечательные помещения, чтобы вы могли спокойно работать и выполнять свои обязанности. Это большой шаг вперед с тем, что мы имели, и то, что вы сейчас имеете. В принципе, оно так и должно быть. Мы не должны стоять, должны двигаться вперед, 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 все лучше и лучше. Приятно отметить, что положительные, хорошие сдвиги, то, что произошли в республике. Я был очень приятно удивлен, когда посмотрел, какие стройки, какие жилые дома, объекты общественные, где строятся в республике. Это большой шаг в развитии самой республики. Работа сотрудников специальной связи на первый взгляд незаметна, но без нее трудно представить эффективное функционирование органов государственной власти. За 20-летнюю историю Центр пережил этапы становления и развития. История Центра специальной связи ФСО России в Республике Ингушетия неразрывно связана с историей республики. Образование, становление и развитие специальной связи проходило в условиях сложной социально-политической обстановки в целом в Российской Федерации и в Республике Ингушетия. Пройден путь от полевого узла специальной связи, развернутого когда-то в городе Назрани, до комплекса технических средств, ныне смонтировано в городе Магасе. Основной ценностью нашего подразделения были и остаются люди. Благодаря их самоотверженной работе, профессионализму, высокому уровню ответственности, все те задачи, которые стоят перед центром, выполняются в соответствии с установленными сроками, что неоднократно отмечалось руководством. Со словами поздравления к собравшимся обратился глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, который, пользуясь случаем, сообщил специалистам связи приятную новость. В скором будущем центр обзаведется новым зданием. Важно подчеркнуть, что сам коллектив должен обладать высочайшими профессиональными качествами, знаниями. Почему? Потому что обеспечивается связь высших должностных лиц. Сегодня правильно было сказано, не было ни одного сбоя, по крайней мере, сколько я работаю в республике, ни одного сбоя как видеосвязи, так и любого вида связи, которая связана в том направлении, в котором вы работаете. Коллективу уделяется довольно серьезное внимание. Мы в этом году с помощью центра в прошлом году завершили строительство дома. Единственный вопрос, когда мы переселим людей, я думаю, что это будет большая помощь для тех ребят, тех жителей, которые работают в центре, для семьи. Тем более перебраться, жить в Магас, это тоже все-таки хороший стимул для дальнейшей, более качественной работы. Второе, в этом году, я надеюсь, начнем строительство уже своего здания. И это еще больший стимул для того, чтобы улучшить или нарастить работу. Третье – это совершенствование самой техники, обеспечение, освоение новых образцов техники, специальной связи. Это, конечно, дело за вашими плечами. Мероприятия завершились награждением особо отличившихся сотрудников Центра специальной связи и информатизации. Тамерлан Хамхоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов, Новости 24.